У вашего ангела-хранителя есть важное сообщение для вас. Они заметили, что в последнее время вы уделяете время себе и считают, что это начало чего-то большого. Вы сдержаны и можете выделиться среди других, не хвастаясь своими достижениями, а сосредоточившись на своих целях. Его молчание производит впечатление, люди задаются вопросом, что он делает. Таинственная аура привлекает много внимания. Все знают, что он сделал в прошлом, и думают, что он задумал что-то удивительное. Не волнуйся, тишина не означает, что ты один. Ваши ангелы с вами наблюдают и направляют ваши шаги. Они понимают, что время тишины – это часть подготовки к следующей части вашего путешествия. Будьте поддержаны ангельской мудростью и верьте, что ваш путь соответствует высшему порядку. Помните, ваше молчание способно привлечь внимание и интерес к окружающим. Следуйте своему сердцу и позвольте ангелам вести вас в этом захватывающем путешествии. Он известен своими уникальными навыками и уникальными достижениями. Окружающие вас люди знают, что у вас есть особый талант, способный творить великие дела. Хотя вы можете услышать слова о себе, не удивляйтесь таким словам. Ваша свобода и желание прожить свою жизнь так, как вы хотите, это качества, которые вас выделяют. Вы всегда показывали, что достойны внимания, всегда расширяли свои возможности и стремились быть как можно лучше. Вы понимаете, что получение нового опыта необходимо для того, чтобы жить полноценной и значимой жизнью. Столкнувшись с неожиданностями, вы смело встречаете трудности и каждый раз извлекаете из этого максимум пользы. Эта редкая сила делает его удивительным. Контраст вызывает интерес людей и помогает им понять причину его молчания. Время мира – это не признак слабости, а время роста и размышлений. Вы собираетесь сделать важный шаг на своем пути. Людям интересно видеть, что он делает, потому что они знают, что, судя по его удивительной истории, он потрясающий. Ваше молчание – это не отставка, а знак новых начинаний и удивительных достижений. Продолжайте свое путешествие, зная, что ваши ангелы-хранители всегда будут рядом с вами и будут сопровождать вас на каждом этапе этого захватывающего путешествия. Ваши силы уникальны, и ваши ангелы-хранители ясно их видят. Они непоколебимо верят в вас и в те удивительные вещи, которые вы можете сделать, превосходящие ваши самые смелые мечты. Помните, вы являетесь источником вдохновения и уверенности для многих вокруг вас. Также важно, чтобы вы верили в свои способности. Сохраняйте свои мысли и цели как свое сокровище и защищайте их от внешнего влияния. Поступая так, вы даете себе свободу двигаться вперед, не отвлекаясь на мнение других людей. Избегайте внешних осуждений и размышлений, смело и без колебаний делайте смелые шаги к высшим мечтам. Не забывайте, что ваша жизнь принадлежит только вам. Хотя важно просить о помощи и получать ее, решение о том, что для вас лучше, должно исходить изнутри. Не стесняйтесь ставить свои потребности и желания в центр внимания. Иногда важно уйти от шума мира и увидеть других, чтобы восстановить связь с тем, кто вы есть. Он, естественно, любит и принимает других. Но важно, чтобы вы позволяли себе заботиться о себе и делать то, что делает вас счастливым.
Не смотрите на это как на эгоизм, а как на акт эгоизма. Идите своим путем правдой и убедитесь, что ваше решение – это то, что вы чувствуете в своем сердце и должны ставить себя на первое место. Познай себя. Слушайте свой внутренний голос, следуйте своим желаниям и потребностям и двигайтесь вперед к жизни, освещенной вашим светом. Бог действует уникальным и безопасным способом, на него не влияют чувства, которые иногда испытываем мы, люди. Время релаксации и медитации воспринимается как открытая дверь к более глубокой связи с природой. Этот отдых от рутины, тишины и погружения позволяет вам найти то, что является самым важным в вашей жизни и куда ведут вас ваши мечты и сердце. Верьте в себя, потому что вы чувствуете, что лучше для вас. Найдите время прислушаться к своему внутреннему голосу, понять свои истинные желания и желания. Следуя естественным закономерностям природы и заботясь о своих самых сокровенных потребностях, вы находитесь на пути к личностному, духовному и эмоциональному росту. Именно в этот момент открываются важные ответы. Вера других людей в вас является отражением ваших достижений, но важно иметь такую же веру в себя. Помните, что самая важная информация о ваших способностях исходит от вашего тела. Когда у вас есть безоговорочное доверие, вам не нужно полагаться на доверие других. Это время предлагает свободу, возможность сбросить оковы ожиданий и жить жизнью, которая дарит вам истинное счастье. Рассматривайте все свои достижения как свидетельство вашей способности добиться успеха. Успех – это явный признак ваших достижений, в котором никто не может усомниться. Воспринимайте эти успехи как мотивацию продолжать идти вперед и всегда помните, что вы самый большой сторонник самого себя. Пусть ваше принятие исходит от вас самих, это позволяет вам добиться большего успеха, исследовать будущее и жить жизнью, наполненной смыслом и целью. Интерес людей к вам – признак уважения и уверенности в ваших силах. Увидьте в своем молчании обещание чудесных вещей, чудесных достижений, которые ждут вас. Если люди также верят в вас, важно, чтобы и вы верили в себя также. Мир в ваших руках. Имея четкие цели и большую веру в свои способности, вы можете достичь безграничных пределов. У вас есть энергия и навыки для выполнения важных дел. Жизнь, которая вас ждет, полна любви, радости и успеха. Помните, что ваше путешествие уникально, и каждый шаг к вашей мечте – это признак вашей силы и решимости. Найдите место в своей жизни для получения всех благ, ведь вы способны достичь своих целей. Подойдите к этому путешествию с энтузиазмом и смелостью, потому что природа на вашей стороне. Столкновение с трудностями – это часть жизни в дороге, но верьте в свою врожденную способность добиваться успеха и добиваться успеха. Думай и расти в себе, но не забывай, что есть люди, которые тебя любят. Эти люди всегда доступны и обеспечат вам бесконечную поддержку на всех этапах вашего пути. Он покорил сердце своей добротой, любовью и умением вдохновлять. Когда вы будете готовы поделиться своим опытом и достижениями, знайте, что люди захотят отпраздновать это событие вместе с вами. Они признают и ценят ваши усилия, зная, что ваш успех ценен и значим. Будьте благодарны за эту поддержку, потому что она показывает их веру
и вашу признательность. Помните, что природа на вашей стороне и будет направлять и подбадривать вас на каждом этапе пути. Ваше путешествие является свидетельством вашей силы и выносливости, и вы всегда окружены любовью и поддержкой. В этот особый случай давайте объединим наше сердце в молитве. Господь, мы возносим наши праведные мысли и намерения к божественному свету и ободрению. Нам нужно ваше руководство, чтобы полностью осознать силу нашего уникального путешествия, а также страсть и энтузиазм, которые мы внушаем другим. Нужны сила и смелость, чтобы поверить в то, что наш путь полон цели и силы. Давайте поверим в себя, как другие, давайте смело и решительно двигаться вперед к ожидающему нас величию. Пусть эта молитва станет светом надежды и ободрения не только для нас, но и для тех, кто ищет путь света и смысла. Аминь. В это время размышлений и связи с нашим внутренним «Я» важно помнить, что поддержка – это ключ к раскрытию нашего величайшего потенциала. Осознавая истинные страсти и желания, мы позволяем себе расти уникальным образом, внося свой вклад в мир, полный истины и смысла. Уверенность в своем пути вдохновляет нас постоянно исследовать, учиться и расти, создавая личную историю, полную успеха и истинного удовлетворения. Когда мы начинаем путь самопознания, важно осознавать важность развития наших отношений с другими. Поддержка друг друга и совместное празднование успеха придают нашей жизни смысл. Нахождение баланса между личностным ростом и богатыми связями дает нам возможность смело и с благодарностью решать проблемы, наводя мосты единства и понимания. Это время паузы и размышлений требует от нас не только узнать, что мы несем внутри себя, но и посмотреть в будущее с широкой улыбкой и смелостью. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это возможность для нас расти и становиться сильнее. Поэтому с каждым нашим шагом мы становимся не только субъектами своего будущего, но и источником вдохновения для всех вокруг. Мы распространяем волны позитива и надежды повсюду. Я хочу поделиться с вами чем-то важным. Слова, которые я говорю, напоминают вам, что вы всегда окружены любовью и защитой мира. Давайте общаться и делиться хорошими новостями. Бог и Вселенная всегда дадут нам мир, веру и утешение. Единство в молитве и цели, мы получаем это благословение. Аминь. Спасибо, что пришли сюда. Ваш ангел-хранитель хочет сказать вам что-то особенное и личное. Вы замечаете, что в последнее время уделили немного времени себе и думаете, что это может стать началом чего-то большого. Вы сдержаны, можете быть яркими перед другими, не хвастаясь своими действиями или достижениями, но сосредоточены на своих целях. Его молчание интригует, заставляя людей задуматься, что он делает. Его секрет привлек внимание многих людей. Все знают о его прошлых успехах, и кажется, что он находится на пути к чему-то большому. Не волнуйся, тишина не означает, что ты один. Ваши ангелы с вами наблюдают и направляют ваши шаги. Они знают, что это мирное время является частью подготовки к следующей части их путешествия. Будьте поддержаны ангельской мудростью и верьте, что ваш путь соответствует высшему порядку. Не забывайте, что ваше молчание способно вызвать восхищение и похвалу окружающих.
Следуйте своему сердцу и позвольте ангелам вести вас в этом захватывающем путешествии. Он известен своими уникальными навыками и уникальными достижениями. Окружающие вас люди знают, что вы обладаете особым талантом, способным достигать удивительных результатов. Даже если вы слышите комментарии о себе, не беспокойтесь о них. Ваша свобода и желание прожить свою жизнь так, как вы хотите, это качества, которые вас выделяют. Он снова и снова доказывал, что достоин внимания, всегда раздвигая границы и стремясь стать лучше. Вы понимаете, что вызов себе новых впечатлений необходим для полноценной жизни. Ваша способность противостоять неожиданным трудностям свидетельствует о смелости. Он извлекает максимум пользы из каждого сезона, и этот редкий навык делает его потрясающим. Контраст вызывает интерес людей и помогает им понять причину его молчания. Время мира – это не время слабости, а время роста и размышлений. Вы собираетесь сделать важный шаг на своем пути. Людям интересно узнать, что вы сделали, потому что они знают, что с вашим впечатляющим послужным списком достижений нас ждет что-то удивительное. Мы забываем не ваше молчание, а новое начало и большой успех. Продолжайте свое путешествие, зная, что ваш ангел-хранитель будет рядом с вами и будет сопровождать вас на каждом этапе этого захватывающего путешествия. Ваши силы уникальны, и ваши ангелы-хранители ясно их видят. У вас есть непоколебимая вера в себя и в то, что вы можете делать удивительные вещи, превосходящие мечты большинства людей. Помните, вы являетесь источником вдохновения и уверенности для многих вокруг вас. Также важно, чтобы вы верили в свои способности. Сохраняйте свои мысли и цели как свое сокровище и защищайте их от внешнего влияния. Поступая так, вы даете себе свободу двигаться вперед, не отвлекаясь на мнение других людей. Будьте уверены в суждениях и мнениях других, без колебаний делайте смелые и решительные шаги навстречу самым высоким мечтам. Не забывайте, что ваша жизнь принадлежит только вам. Хотя важно обращаться за советом и поддержкой, важно решить, что лучше для вас. Не стесняйтесь ставить свои потребности и желания в центр внимания. Иногда нужно уйти от шума мира и любопытных глаз других, чтобы восстановить связь с тем, кто вы есть. Естественно, отдать себя кому-то поделиться своей любовью и заботой, но важно дать себе разрешение заботиться о себе и делать то, что делает вас счастливым. Не смотрите на это как на эгоизм, а как на акт эгоизма. Важно серьезно относиться к тому, чтобы идти своим путем и принимать решения, которые отражают то, что действительно у вас на сердце. Попробуйте это, прислушайтесь к своему внутреннему голосу, следуйте своим желаниям и потребностям и двигайтесь вперед в жизни, полной света. Бог велик, потому что Он действует особым и непредвзятым образом, без тех эмоций, которые мы иногда испытываем в людях. Время релаксации и медитации воспринимается как открытая дверь к более глубокой связи с природой. Процесс тихого и осознанного расслабления позволяет вам узнать, что является самым важным в вашей жизни и куда ведут вас ваши мечты и сердце. Верьте в себя, потому что вы чувствуете, что лучше для вас. Используйте это время, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу, понять свои истинные желания и желания.
Следуя естественным закономерностям природы и заботясь о своих сокровенных потребностях, вы находитесь на пути к личностному, духовному и эмоциональному росту. Именно в этот момент открываются важные ответы. Уверенность других в вас является показателем вашего успеха, но такую же уверенность должны иметь и вы сами. Помните, что самая важная информация о ваших способностях исходит от вашего тела. Когда у вас есть безоговорочное доверие, вам не нужно полагаться на доверие других. Это время предлагает свободу, возможность сбросить оковы ожиданий и жить жизнью, которая дарит вам истинное счастье. Рассматривайте все свои достижения как свидетельство вашей способности добиться успеха. Успех – это явный признак ваших достижений, в котором никто не может усомниться. Используйте эти успехи как мотивацию для продолжения и всегда помните, что наибольшая поддержка и вера должны исходить от вас самих. Это вдохновляет вас достигать большего, открывать для себя что-то новое и жить жизнью, наполненной смыслом и целью. Интерес людей к вам – признак уважения и уверенности в ваших силах. Они видят в вашем молчании чудесные обещания и чудесную работу, которую вы совершите. Если люди также верят в вас, важно, чтобы и вы верили в себя также. С четкими целями и непоколебимой верой в свой талант, свою страну и свою устрицу. Нет предела тому, чего вы можете достичь. У вас есть энергия и навыки для выполнения важных дел. Жизнь, которая вас ждет, полна любви, счастья и большого успеха. Помните, что ваше путешествие уникально, и каждый шаг к вашей мечте – это признак вашей силы и решимости. Найдите место в своей жизни для получения всех благ, зная, что вы способны достичь своих целей. Подойдите к этому путешествию с энтузиазмом и смелостью, потому что природа на вашей стороне. Столкновение с трудностями – это часть жизни в дороге, но верьте в свою врожденную способность добиваться успеха и добиваться успеха. Думай и расти в себе, но не забывай, что есть люди, которые тебя любят. Эти люди всегда доступны и обеспечат вам бесконечную поддержку на всех этапах вашего пути. Он покорил сердце своей добротой, любовью и умением вдохновлять. Когда вы будете готовы поделиться своим опытом и достижениями, знайте, что люди захотят отпраздновать это событие вместе с вами. Они признают и ценят ваши усилия, зная, что ваш успех ценен и значим. Будьте благодарны за эту поддержку, потому что она показывает их веру и вашу признательность. Помните, что природа на вашей стороне и будет направлять и подбадривать вас на каждом этапе пути. Ваше путешествие является свидетельством вашей силы и выносливости, и вы всегда окружены любовью и поддержкой. В это особенное время давайте объединим наше сердце в молитве. Господь, мы поднимаем наши праведные мысли и чувства перед Твоим божественным светом и вдохновением. Мы просим вашего совета в использовании силы нашего уникального путешествия, а также той страсти и энтузиазма, которые мы внушаем другим. Мы молимся о силе и мужестве, чтобы наш путь был полон цели и силы, чтобы мы верили в себя так же, как другие верят в нас, и чтобы мы продолжали смело и решительно двигаться к величию. Так чего же мы ждем? Пусть эта молитва станет светом надежды и ободрения не только для нас, но и для тех, кто ищет путь света и смысла. Аминь.
Во времена размышлений и связи с нашим внутренним «я» важно помнить, что поддержка – это ключ к раскрытию нашего потенциала. Осознавая истинные страсти и желания, мы позволяем себе расти уникальным образом, внося свой вклад в мир, полный истины и смысла. Уверенность в своем пути вдохновляет нас постоянно исследовать, учиться и расти, создавая личную историю, полную успеха и истинного удовлетворения. Когда мы начинаем путь самопознания, важно осознавать важность развития наших отношений с другими. Поддержка друг друга и совместное празднование успеха придают нашей жизни смысл. Поиск баланса между личностным ростом и богатыми связями помогает нам решать проблемы смело и с благодарностью, наводя мосты единства и понимания. Это время паузы и размышлений предлагает нам не только найти любовь, которая есть внутри нас, но и надеяться с улыбкой и быть полными мужества. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это возможность для нас расти и становиться сильнее. Поэтому с каждым маленьким шагом мы становимся не только темами своего будущего, но и источником вдохновения для всех вокруг. Мы распространяем волны позитива и надежды повсюду. Я хочу поделиться с вами чем-то важным. Слова, которыми я делюсь, являются напоминанием о том, что любовь и защита мира всегда вокруг вас. Так мы остаемся на связи и делимся хорошими новостями. Бог и Вселенная всегда дадут нам мир, веру и утешение. Единство в молитве и цели мы получаем это благословение. Аминь. Спасибо, что пришли сюда. Ваш ангел-хранитель хочет сказать вам что-то особенное и личное. Вы замечаете, что в последнее время уделили немного времени себе и думаете, что это может стать началом чего-то большого. Вы сдержаны, можете быть яркими перед другими, не хвастаясь своими действиями или достижениями, но сосредоточены на своих целях. Его молчание интригует, заставляя людей задуматься, что он делает. Его секрет привлек внимание многих людей. Все знают о его прошлых успехах, и кажется, что он находится на пути к чему-то большому. Не волнуйся, тишина не означает, что ты один. Ваши ангелы с вами наблюдают и направляют ваши шаги. Они знают, что это мирное время является частью подготовки к следующей части их путешествия. Будьте поддержаны ангельской мудростью и верьте, что ваш путь соответствует высшему порядку. Не забывайте, что ваше молчание способно вызвать восхищение и похвалу окружающих. Следуйте своему сердцу и позвольте ангелам вести вас в этом захватывающем путешествии. Он известен своими уникальными навыками и уникальными достижениями. Окружающие вас люди знают, что у вас есть особый талант, позволяющий добиться удивительных результатов. И мои ангелы войны окружают тебя, готовые защитить тебя от любого врага. Ваше будущее в моих руках. Я всемогущий и славный Господь. Моя любовь к тебе вечна, терпелива и добра. Я исполню свои намерения в твоей жизни. Скажи мне, что ты доверяешь мне, и не смущайся слухами или тем, что о тебе говорят другие люди. Ветер унес слова, и вся боль, которую они причиняли, исчезла. Ты не будешь грустить, потому что почувствуешь мою любовь. Я покажу вам много способов, как я забочусь о вас, и придам вам смелости и уверенности, чтобы вы не поддались мнению других людей.
Прежде чем вспоминать обидные слова, вспомни, что я тебя знаю. Я вижу добродушие. У меня есть для тебя особый план. Я дал вам семью и друзей, которые глубоко заботятся о вас и помогают вам во многих отношениях. Используйте свое время, чтобы искать меня, служить мне, заботиться о своих близких и помогать нуждающимся. Позвольте мне использовать вас, чтобы благословить все ваше окружение, чтобы вы были примером истины и честности. Он призвал других следовать за мной. Вот почему я воспитал тебя и дал тебе смелость и силу совершать чудесное дело. Скажи мне, что ты не боишься ничего и никого. Твои слова тронули меня. Я счастлив, когда вы меня любите, молитесь, поклоняйтесь и почитайте. Мне нравится слышать, как ты признаешься мне в любви. Я знаю, что это правда, и вы снова и снова доказывали это своей верой и работой. Каждый день ты показываешь мне, что ставишь меня на первое место в своей жизни и доверяешь мне. Сын мой, я тоже тебя люблю, и ты это знаешь. Сегодня я призываю вас отложить свои заботы и проводить больше времени со мной в молитве. Слушай, я делаю тебе одолжение и благословение. Пришло время укрепить твое сердце и показать тебе свою любовь. Моя цель – привести вас к лучшему миру, процветать в трудные времена, сделать вашу жизнь ярче и пролить свет на всех вокруг вас. Моя любовь поддержит тебя в трудные времена. Вы не одиноки, когда идете по глубокой воде. Вы не утонете, и даже если пойдете по огню, не сгорите. Это награда и благословение, которые я люблю тех, кто верит в меня всем своим сердцем и с гордостью называет меня своим Господом и Богом. Я рад, что ты мой возлюбленный, рад знать, что ты можешь подойти ко мне и с уверенностью спросить все, что захочешь. Примите мои слова и пожелания. Даю вам покой, зная, что я слышу и отвечаю на ваши молитвы. Смотрите, не отвлекайтесь и не тратьте силы и время на дела, которые истощают вашу энергию. Я хочу быть бдительным, обученным и подготовленным. Я готовлю вас к этому важному сообщению. Восстановление всех потерь или сбоев. Это всего лишь часть вашего путешествия. Перестаньте думать о том, что произошло в прошлом, и сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать дальше. То, что сейчас кажется штормом в вашей жизни, будет ощущаться как легкий ветерок. Продолжайте идти с верой, и вы найдете красоту и надежду в каждом новом начале. Я всегда буду с тобой, я люблю тебя и направляю тебя на каждом этапе пути. Верьте в меня, в мою силу, в мечты, которые я вложил в ваше сердце, в силу и дары, которые я вам дал. Проявляйте доброту и уважение к своей семье и тем, кто вас поддерживает. Скажи мне, ты мне доверяешь. Я люблю тебя и хочу помочь тебе. Я внимательно слушаю, когда что-то идет не так, и ты чувствуешь себя потерянным и грустным. Я прошу вас выслушать меня и позволить мне поговорить с вами. Почувствуй мое присутствие. Моя любовь всегда с тобой. У меня тоже есть чувства, и моя любовь к тебе настолько глубока, безусловно и сильна, что заставляет меня соединиться с твоими чувствами, утешить и защитить тебя. Возможно, вам трудно понять, что никто не любит вас так, как я. Если ты действительно поймешь мою любовь,
тебе никогда не будет так грустно. Я знаю, что ты переживаешь трудные времена, и волноваться – это нормально. Даже если у вас есть препятствия, постарайтесь не позволять слишком сильному беспокойству или негативным словам проникать в ваш разум. Пообещай мне, что ты воспользуешься моим даром с умом. Покажите мне, что вы следуете моему учению. Я рассчитываю на вашу лояльность и честность. Говори с добротой, защищай свое сердце от зла и защищай свои глаза от зла. Не говорите обидных слов, избегайте обидных поступков. Не говорите плохо другим, не лгите другим и избегайте сплетен, разрушающих мир и семью. Я с самого начала ясно дал понять, что ценю вас. Тайны известны с давних времен, но мало кто пытался их понять. Есть и такие, кто отвергает это, потому что знать это значит проявить смирение перед всемогущим, святым и живым Богом. Я хочу, чтобы ты знал, что я очень тебя люблю и хочу благословить тебя. Давай договоримся начать твой день со мной. Сядьте, послушайте меня утром и наполните свое сердце радостью. Перестать жаловаться. Наполните свою душу моими мудрыми словами, прочитайте их и держите близко к сердцу. Я люблю тебя и благодарю тебя так же сильно, как люблю тебя. Относись к своей семье и ко всем с той добротой, которую я проявил к тебе. Примите меры сейчас, вскоре вы увидите чудо, которого так ждали. Эти слова для тебя, мое дорогое дитя, которое разговаривает со мной утром, с верой закрывает глаза и ждет моего ответа. Не сдавайтесь и не теряйте надежду. Здесь вы каждый день проявляете истинную, красивую и важную веру. Вот почему я хочу наполнить твое сердце любовью, залечить все прошлые раны и убедиться, что ты убедился в моей любви к тебе. Ложитесь спать и просыпайтесь счастливыми с твердой уверенностью в том, что каждый новый день будет лучше предыдущего. Где бы вы ни были, почувствуйте мои объятия, мою руку на своей голове, благословляйте ваши мысли и направляйте ваши ноги. Я подарю тебе чудесные благословения и чудеса, но ты должен терпеть и не уставать видеть меня каждый день. Вам не обязательно говорить «закрой глаза и почувствуй тепло, исходящее из моих глаз». Пожалуйста, примите слова утешения. Желаю вам радости и мира. Пусть эти трудные времена пройдут и поприветствуйте новую эру процветания для вас и вашей семьи. Вы можете чувствовать себя незначительным, особенно по сравнению с людьми, довольными своим богатством, но помните, что вы благословленны. Он знал меня и отдал мне свое сердце. Он понимает духовный мир, чего не понимает большинство людей. Мы можем поговорить в любое время, и он всегда готов выслушать. Я открою дверь, закрытую для других, и выведу тебя на правильный путь. Не завидуйте богатству других, не позволяйте им соблазняться своим неверным выбором. Это может показаться интересным, но в конечном итоге они приводят к разрушению. Идите с гордостью, вам не нужно ничего доказывать, чтобы оценить меня. Не бойтесь слишком. Ты хорошо знаешь мои уроки. Мой дом всегда рядом с тобой, если вам всегда здесь рады. Здесь ты чувствуешь себя и тебя ценят. Мое дорогое дитя, ты никогда не найдешь такой настоящей и глубокой любви, как здесь со мной. Я люблю тебя всей душой.
Сегодня ночью ему приснилось, что он был у реки, чистая вода смотрела на меня. Я дохожу до тебя, и ты идешь босиком по воде, смывая всю свою боль, злость и печаль. Когда вы просыпаетесь утром, вы взволнованы. Это награда для тех, кто вновь обретает веру, признает свои ошибки и вновь обретает веру. Чтобы услышать слова поддержки, не нужно никуда идти. Я добрался до своего сына, я пришел к тебе. Я понимаю вашу борьбу. Я рядом, готов быть твоей силой и поддержкой во все времена. Я вижу твой ужасный вес. Я знаю, что твои переживания не дают тебе спать по ночам, и каждая пролитая слеза усиливает твою печаль. Но сегодня я обещаю, что вы не одиноки. Для меня очень важна каждая твоя эмоция. Я не слеп к тому, что вы делаете, и не знаю ваших нужд. Я вижу, что ты делаешь. Кажется, что все двери закрыты и путь, по которому ты идешь, темен. Но я хочу напомнить вам, что даже в самые мрачные моменты мой свет сияет. Вы должны верить в меня, и я превращу ваши проблемы в возможности, проблемы в силу и дам вам мудрость. Знай, дитя мое, что мои мысли приносят тебе больше пользы, чем ты можешь себе представить. Я не планирую убивать тебя, но хочу подарить тебе светлое будущее, полное надежд. Иногда проблемы – это духовка, которая контролирует ваше поведение, пробуждает ваши творческие способности, чтобы вы могли уверенно и решительно достигать своих целей. Вот почему ты должна доверять мне, детка. Верьте в мою освященность, и вы увидите, что я могу открыть двери процветания даже во времена нужды. Я могу запутаться. Не обременяйте себя насущными нуждами, потому что моей благодати достаточно для вас. Только я могу изменить твою ситуацию и превратить твою потребность в изобилие, твою печаль в радость и твои слезы в радость. Помните, со мной все в порядке. Поверьте мне, и ваши тревоги уйдут. Я дам тебе все, что тебе нужно. Я сотворю в твоей жизни чудеса, о которых ты не можешь просить или представить. Просто поверь мне, девочка. Ты увидишь мою славу в своей жизни чудесными способами. Я призываю вас оставаться позитивными в вашей жизни сегодня. Не расстраивайтесь из-за текущей ситуации и не сдавайтесь. Сегодняшнее поражение может стать началом великой победы. Не принимай сопротивления и не позволяй страху остановить твои мечты, дитя мое. Сохраните вашу веру. Я обещаю удовлетворить ваши потребности и решить ваши проблемы в этом месяце. Ты можешь подумать, что я не вижу и не слышу, не знаю о твоих слезах, и они для меня ничего не значат. Однако это неправда. Я всегда здесь, я наблюдаю за каждым желанием твоего сердца, за каждой слезой, которую ты проливаешь, и за каждым словом, которое ты говоришь. Я чувствую твою боль, и ты для меня самое главное, самое драгоценное из всех моих творений. Даже если вы слышите комментарии о себе, не беспокойтесь о них. Ваша свобода и желание прожить свою жизнь так, как вы хотите, это качества, которые вас выделяют. Он снова и снова доказывает, что достоин внимания, всегда движется вперед и старается быть независимым. Вы понимаете, что получение нового опыта необходимо для того, чтобы жить полноценной и значимой жизнью. Столкнувшись с неожиданностями,
вы смело встречаете трудности и каждый раз извлекаете из этого максимум пользы. Этот навык редок и делает его удивительным. Контраст вызывает интерес людей и помогает им понять причину его молчания. Время мира – это не время слабости, а время роста. И думать. Вы собираетесь сделать важный шаг на своем пути. Людям интересно узнать, что вы сделали, потому что они знают, что с вашим потрясающим послужным списком достижений нас ждет что-то потрясающее. Мы забываем не ваше молчание, а новое начало и большой успех. Продолжайте свое путешествие, зная, что ваш ангел-хранитель будет рядом с вами и будет сопровождать вас на каждом этапе этого захватывающего путешествия. Ваши силы уникальны, и ваши ангелы-хранители ясно их видят. Он непоколебимо верит в вас и в чудеса, которые он может творить, превосходящие ожидания большинства людей. Помните, вы являетесь источником вдохновения и уверенности для многих вокруг вас. Также важно, чтобы вы верили в свои способности. Сохраняйте свои мысли и цели как свое сокровище и защищайте их от внешнего влияния. Поступая так, вы даете себе свободу двигаться вперед, не отвлекаясь на мнение других людей. Будьте уверены в суждениях и мнениях других, без колебаний делайте смелые и решительные шаги навстречу самым высоким мечтам. Не забывайте, что ваша жизнь принадлежит только вам. Хотя важно обращаться за советом и поддержкой, важно решить, что лучше для вас. Не стесняйтесь ставить свои потребности и желания в центр внимания. Иногда нужно уйти от шума мира и любопытных глаз других, чтобы восстановить связь с тем, кто вы есть. Если вы от природы преданы другим, разделяя любовь и заботу. Но важно дать себе разрешение заботиться о себе и делать то, что делает вас счастливым. Не смотрите на это как на эгоизм, а как на акт эгоизма. В прошлом важно идти своим путем и следить за тем, чтобы ваши решения соответствовали тому, что вы чувствуете в своем сердце. Познай себя. Слушайте свой внутренний голос, следуйте своим желаниям и потребностям и двигайтесь вперед к жизни, освещенной вашим светом. Бог велик, потому что Он действует особым и непредвзятым образом, без тех эмоций, которые мы иногда испытываем в людях. Время релаксации и медитации воспринимается как открытая дверь к более глубокой связи с природой. Процесс тихого и осознанного расслабления позволяет вам обнаружить, что является самым важным в вашей жизни и куда могут привести вас ваши мечты и сердце. Верьте в себя, потому что вы чувствуете, что лучше для вас. Найдите время, чтобы прислушаться к этому тихому голосу, понять свои желания и желания, наблюдая за естественными закономерностями природы и прислушиваясь к своим самым сокровенным потребностям. Вы находитесь на пути личностного, духовного и эмоционального роста. Именно в этот момент открываются важные ответы. Уверенность других в вас является показателем вашего успеха, но такую же уверенность должны иметь и вы сами. Помните, что самая важная информация о ваших способностях исходит от вашего тела. Когда у вас есть безоговорочное доверие, вам не нужно полагаться на доверие других. Это время предлагает свободу, возможность сбросить оковы ожиданий и жить жизнью, которая дарит вам истинное счастье.
Рассматривайте все свои достижения как свидетельство вашей способности добиться успеха. Успех – это явный признак ваших достижений, в котором никто не может усомниться. Используйте эти успехи как мотивацию для продолжения и всегда помните, что наибольшая поддержка и вера должны исходить от вас самих. Это вдохновляет вас достигать большего, открывать для себя что-то новое и жить жизнью, наполненной смыслом и целью. Интерес людей к вам – признак уважения и уверенности в ваших силах. Они видят в вашем молчании чудесные обещания и чудесную работу, которую вы совершите. Если другие верят в вас так же, важно, чтобы и вы имели такую же веру в себя. С четкими целями и непоколебимой верой в свой талант, свою страну и свою устрицу. Нет предела тому, чего вы можете достичь. У вас есть энергия и навыки для выполнения важных дел. Жизнь, которая вас ждет, полна любви, счастья и большого успеха. Помните, что ваше путешествие уникально, и каждый шаг к вашей мечте – это признак вашей силы и решимости. Найдите место в своей жизни для получения всех благ, зная, что вы способны достичь своих целей. Подойдите к этому путешествию с энтузиазмом и смелостью, потому что природа на вашей стороне. Столкновение с трудностями – это часть жизни в дороге, но верьте в свою врожденную способность добиваться успеха и добиваться успеха. Думай и расти в себе, но не забывай, что есть люди, которые тебя любят. Эти люди всегда доступны и обеспечат вам бесконечную поддержку на всех этапах вашего путешествия. Он покорил сердце своей добротой, любовью и умением вдохновлять. Когда вы будете готовы поделиться своим опытом, знайте, что эти люди будут рады отпраздновать вместе с вами. Они признают и ценят ваши усилия, зная, что ваш успех ценен и значим. Будьте благодарны за эту поддержку, потому что она показывает их веру и вашу признательность. Помните, что природа на вашей стороне и будет направлять и подбадривать вас на каждом этапе пути. Ваше путешествие является свидетельством вашей силы и выносливости, и вы всегда окружены любовью и поддержкой. В это особенное время давайте объединим наше сердце в молитве. Господь, мы поднимаем наши праведные мысли и чувства перед Твоим божественным светом и вдохновением. Нам нужно Ваше руководство, чтобы полностью осознать силу нашего уникального путешествия, а также страсть и энтузиазм, которые мы внушаем другим. Мы ищем силы и смелости, чтобы поверить, что наш путь полон цели и силы. Давайте верить в себя так же сильно, как в нас верят другие, и смело и уверенно идти к ожидающему нас величию. Пусть эта молитва станет светом надежды и ободрения не только для нас, но и для тех, кто ищет путь света и смысла. Аминь. Во времена размышлений и связи с нашим внутренним «Я» важно помнить, что поддержка – это ключ к раскрытию нашего потенциала. Осознавая истинные страсти и желания, мы позволяем себе расти уникальным образом, внося свой вклад в мир, полный истины и смысла. Уверенность в своем пути вдохновляет нас постоянно исследовать, учиться и расти, создавая личную историю, полную успеха и истинного удовлетворения. Когда мы начинаем путь самопознания, важно осознавать важность развития наших отношений с другими. Поддержка друг друга и совместное празднование успеха придают нашей жизни смысл.
Нахождение баланса между личностным ростом и богатыми связями дает нам возможность смело и с благодарностью решать проблемы, наводя мосты единства и понимания. Это время отдыха и размышлений требует от нас не только узнать, что находится внутри нас, но и посмотреть в будущее с широкой улыбкой и смелостью. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это возможность для нас расти и становиться сильнее. Поэтому с каждым нашим шагом мы становимся не только субъектами своего будущего, но и источником вдохновения для всех вокруг. Мы распространяем волны позитива и надежды повсюду. Я хочу поделиться с вами чем-то важным. Слова, которые я говорю, напоминают вам, что вы всегда окружены любовью и защитой мира. Давайте общаться и делиться хорошими новостями. Бог и Вселенная всегда дадут нам мир, веру и утешение. Единство в молитве и цели мы получаем это благословение. Аминь. Спасибо, что пришли сюда. Ваш ангел-хранитель хочет сказать вам что-то особенное и личное. Вы замечаете, что в последнее время уделили немного времени себе и думаете, что это может стать началом чего-то большого. Вы сдержаны, можете быть честными с другими, не хвастаясь тем, что сделали или достигли, но сосредотачиваетесь только на своих целях. Его молчание интригует, заставляя людей задуматься, что он делает. Его секрет привлек внимание многих людей. Все знают его прошлый успех, и кажется, что он находится на пути к чему-то большому. Не волнуйся, тишина не означает, что ты один. Ваши ангелы с вами наблюдают и направляют ваши шаги. Они знают, что это мирное время является частью подготовки к следующей части их путешествия. Будьте поддержаны ангельской мудростью и верьте, что ваш путь соответствует высшему плану. Не забывайте, что ваше молчание способно вызвать восхищение и похвалу окружающих. Следуйте своему сердцу и позвольте ангелам вести вас в этом захватывающем путешествии. Он известен своими уникальными навыками и уникальными достижениями. Окружающие вас люди знают, что вы обладаете особым талантом, способным достигать удивительных результатов. Даже если вы слышите комментарии о себе, не беспокойтесь о них. Ваша свобода и желание прожить свою жизнь так, как вы хотите, это качества, которые вас выделяют. Он снова и снова доказывал, что достоин внимания, всегда движется вперед и стремится быть лучшим, на что он способен. Вы понимаете, что получение нового опыта необходимо для того, чтобы жить полноценной и значимой жизнью. Столкнувшись с неожиданностями, вы смело встречаете трудности и каждый раз извлекаете из этого максимум пользы. Этот навык редок и делает вас уникальным. Такое поведение привлекает внимание людей и помогает им понять причину вашего молчания. Время мира – это не время слабости, а время роста и размышлений. Вы собираетесь сделать важный шаг на своем пути. Людям интересно узнать, чем вы занимаетесь, потому что они знают, что с вашим удивительным послужным списком достижений у вас впереди еще много великих свершений. Мы забываем не ваше молчание, а новое начало и большой успех. Продолжайте свое путешествие, зная, что ваш ангел-хранитель будет рядом с вами и будет сопровождать вас на каждом этапе этого захватывающего путешествия. Ваши силы уникальны,
и ваши ангелы-хранители ясно их видят. У вас есть непоколебимая вера в себя и в то, что вы можете делать удивительные вещи, превосходящие мечты большинства людей. Помните, вы являетесь источником вдохновения и уверенности для многих вокруг вас. Также важно, чтобы вы верили в свои способности. Сохраняйте свои мысли и цели как свое сокровище и защищайте их от внешнего влияния. Поступая так, вы даете себе свободу двигаться вперед, не отвлекаясь на мнение других людей. Столкнитесь с осуждением и смело двигайтесь вперед. И мысли других смело и без сомнения идут нелегким путем к самым высоким мечтам. Не забывайте, что ваша жизнь принадлежит только вам. Хотя важно обращаться за советом и поддержкой, важно решить, что лучше для вас. Не стесняйтесь ставить свои потребности и желания в центр внимания. В основе христианской веры лежит трансцендентная природа всемогущего Бога, чье присутствие превосходит человеческое понимание и охватывает основы Вселенной. С древних времен его считали архитектором мира, альфой и омегой, создавшими истину для целей Бога. В молчании его бесконечной силы раскрывается величие его бесконечной любви ко всему человечеству. В истории христианской веры Бог раскрывается как личность невластная, но близкая, любящий Отец, направляющий и защищающий своих детей в вечной преданности. Связан с самым могущественным разумом, который превосходит границы пространства и времени и является создателем Вселенной и хранителем всех людей. В каждом акте милосердия и каждом чуде мы видим Его божественную руку, вплетенную в нашу жизнь. От первых библейских историй до учения Иисуса Христа Бог показывает себя праведным и милосердным, призывая своих последователей жить по Его воле. Его присутствие ощущается в каждом акте истинной любви и в каждом моменте истинного прощения, побуждая души искать истину и внутренний мир. В глубине молитвы и размышления верующие находят утешение и силу, зная, что они находятся в гармонии с пониманием, превосходящим всякое понимание мира. Образ Божий в христианской вере выходит за рамки концепции успешного человека и становится маяком надежды и спасения для всех, кто ищет духовную истину. В его песнях и книгах проявляется уважение и смирение к Всевышнему, полагая, что его любовь к спасению переносит все трудности. Каждая история веры и каждое свидетельство обращения являются живым свидетельством его постоянного присутствия в жизни его последователей. В повседневной практике христианской веры Бог проявляет себя в малых делах милосердия и невысказанных моментах благодати, напоминая нам, что мы не одиноки в радостях и горестях, которые мы испытываем. Его присутствие превосходит истину, наполняя каждое сердце надеждой на вечную жизнь, основанную на вере и преданности. Через учение Иисуса Христа Бог являет себя милосердным Отцом, призывающим всех прийти к Нему со смирением и истиной, обещая прощение и восстановление тем, кто ищет Его лица. В христианском богословии Бог раскрывается как источник всякого света, истины, Творец земли и небес неисчислимой мудрости. Созерцая Его величие, верующие находят утешение и руководство, зная, что намерения всех людей совершенны и целеустремлены. В любых трудностях и благословениях Его любовь проявляется как движущая сила, поддерживающая Его присутствие, дающая надежду и восстановление тем, кто верит в Его заботу. В
В конечном итоге образ Божий в христианской вере выходит за рамки человеческих слов и мыслей и становится духовным опытом. В тишине богослужения и среди других верующих чувствуется Его присутствие, напоминая каждому, что он создан по Его образу и призван жить по Своей божественной воле. Пусть каждое сердце, открытое Твоей любви, обретет покой и утешение, и каждое сердце, жаждущее истины, будет удовлетворено Твоей бесконечной милостью. Иногда нужно уйти от шума мира и любопытных глаз других, чтобы восстановить связь с тем, кто вы есть. Если вы от природы преданы другим, разделяя любовь и заботу. Но послушайте, очень важно дать себе возможность позаботиться о себе и делать то, что делает вас счастливым. Не смотрите на это как на эгоизм, а как на акт эгоизма. В прошлом важно идти своим путем и следить за тем, чтобы ваши решения соответствовали тому, что вы чувствуете в своем сердце. Попробуйте это, прислушайтесь к своему внутреннему голосу, следуйте своим желаниям и потребностям и двигайтесь вперед в жизни, полной света. Бог велик, потому что Он действует уникальным и непредвзятым образом, без эмоций, которые испытываем мы, люди. Время релаксации и медитации воспринимается как открытая дверь к более глубокой связи с природой. Отрыв от рутины, где вы удивляете себя и показываете себя, позволяет вам узнать, что является самым важным в вашей жизни и куда вас приведут ваши мечты и ваше маленькое сердце. Верьте в себя, потому что вы чувствуете, что лучше для вас. Найдите время, чтобы прислушаться к этому тихому голосу, чтобы понять свои желания и стремления, следуя своим естественным инстинктам и прислушиваясь к своим самым сокровенным потребностям. Вы находитесь на пути личностного, духовного и эмоционального роста. Именно в этот момент открываются важные ответы. Уверенность других в вас является показателем вашего успеха, но такую же уверенность должны иметь и вы сами. Помните, что самая важная информация о ваших способностях исходит от вашего тела. Когда у вас есть безоговорочное доверие, вам не нужно полагаться на убеждения других людей. Это время предлагает свободу, возможность сбросить оковы ожиданий и жить жизнью, которая дарит вам истинное счастье. Рассматривайте все свои достижения как свидетельство вашей способности добиться успеха. Успех – это явный признак ваших достижений, в котором никто не может усомниться. Используйте эти успехи как мотивацию для продолжения и всегда помните, что наибольшая поддержка и вера должны исходить от вас самих. Это вдохновляет вас достигать большего, открывать для себя что-то новое и жить жизнью, наполненной смыслом и целью. Интерес людей к вам – признак уважения и уверенности в ваших силах. Посмотрите на свое спокойствие с чудесным предвкушением, предвкушая удивительное путешествие, которое вы хотите совершить. Если люди также верят в вас, важно, чтобы и вы верили в себя также. С четкими целями и непоколебимой верой в свой талант, свою страну и свою устрицу. Нет предела тому, чего вы можете достичь. У вас есть энергия и навыки для выполнения важных дел. Жизнь, которая вас ждет, полна любви, счастья и большого успеха. Помните, что ваше путешествие уникально, и каждый шаг к вашей мечте – это признак вашей силы и решимости. Найдите место в своей жизни для получения всех благ, зная, что вы способны достичь своих целей.
Подойдите к этому путешествию с энтузиазмом и смелостью, потому что природа на вашей стороне. Столкновение с трудностями – это часть жизни в дороге, но верьте в свою врожденную способность добиваться успеха и добиваться успеха. Думай и расти в себе, но не забывай, что есть люди, которые тебя любят. Эти люди всегда доступны и обеспечат вам бесконечную поддержку на всех этапах вашего путешествия. Он покорил сердце своей добротой, любовью и умением вдохновлять. Когда вы будете готовы поделиться своим опытом и достижениями, знайте, что люди захотят отпраздновать это событие вместе с вами, признают и оценят ваши усилия. Знайте, что ваш успех достоин и вознаграждается. Будьте благодарны за эту поддержку, потому что она показывает их признательность вам. Помните, что природа на вашей стороне и будет направлять и подбадривать вас на каждом этапе пути. Ваше путешествие – свидетельство силы и выносливости. Вы всегда окружены любовью и поддержкой. В это особенное время давайте объединим наше сердце. Господь, мы поднимаем наши праведные мысли и чувства перед Твоим божественным светом и вдохновением. Нам нужно Ваше руководство, чтобы полностью осознать силу нашего уникального путешествия, а также страсть и энтузиазм, которые мы внушаем другим. Нужны сила и смелость, чтобы поверить в то, что наш путь полон цели и силы. Давайте верить в себя так, как в нас верят другие, и смело и решительно двигаться вперед к ожидающему нас величию. Пусть эта молитва станет светом надежды и ободрения не только для нас, но и для тех, кто ищет путь света и смысла. Аминь. В это время размышлений и связи с нашим внутренним «Я» важно помнить, что поддержка – это ключ к раскрытию нашего величайшего потенциала. Осознавая истинные страсти и желания, мы позволяем себе расти уникальным образом, внося свой вклад в мир, полный истины и смысла. Уверенность в своем пути вдохновляет нас постоянно исследовать, учиться и расти, создавая личную историю, полную успеха и истинного удовлетворения. Когда мы начинаем путь самопознания, важно осознавать важность развития наших отношений с другими. Поддержка друг друга и совместное празднование успеха придают нашей жизни смысл. Нахождение баланса между личностным ростом и богатыми связями дает нам силы решительно противостоять вызовам и таким образом наводить мосты единства и понимания на нашем пути. Момент паузы и размышления приглашает нас не только узнать, что находится внутри нас, но и надеяться с улыбкой и быть полными мужества. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это возможность для нас расти и становиться сильнее. Поэтому с каждым маленьким шагом мы становимся не только темами своего будущего, но и источником вдохновения для всех вокруг. Мы распространяем волны позитива и надежды повсюду. Я хочу поделиться с вами чем-то важным. Слова, которые я сказал вам, являются напоминанием о том, что любовь и защита природы всегда вокруг вас. Так мы остаемся на связи и делимся хорошими новостями. Бог и Вселенная всегда дадут нам мир, веру и утешение. Единство в молитве и цели мы получаем это благословение. Аминь. Спасибо, что пришли сюда. Итак, в это время глубоких размышлений и связи я прошу вас взять с собой эти слова и умиротворенный дух. Жизнь полна возможностей расти, учиться и любить.
Спасибо, что разделили со мной это время. Прежде чем мы начнем, я хочу попросить вас, если вам нравится это видео, подпишитесь на мой канал и поделитесь этим видео со своими друзьями и семьей. Вместе мы сможем продолжать распространять волны позитива и надежды. Всегда помните, что природа на вашей стороне, и каждый ваш шаг – свидетельство вашей силы и решимости. Верьте в себя и идите смело. Смотрите это в следующем видео. А пока берегите себя, и да благословит вас Бог. Спасибо, что вы здесь.